Waalaikumsalam warahmatullah. Maryambi Sharipova. شریفزاده میرنبی شریفزاده شریفزاده به حد خوب است. من از یک چیز سر میکنم امروز. خب همون امام علی شریفویچ رحمانوف یک پامятник کردگی برای مادر خودش چکالوسک به. همون памятникаш روز охранять کردن در کار. Как память о президенте людоеде, о президенте, совершившей массовый геноцид 150 тысяч человек, по другим подсчетам 1,5 миллиона уничтоженных жителей Таджикистана. Вот это памятник его матери, который находится в Чкаловске, в Сагдийской области. Сохраните и охраняйте. Это будет памятник позора 30-летнего правления Эмомали Шариповича Рахмонова со всей его коррумпированной, со всей его фашистующей, со всей его, знаете, узаконенной бандитской властью. Вот этот памятник сохраните на века, чтобы этот памятник на тысячи лет был свидетелем позора этого Эмомали Шариповича Рахмонова, всей его семьи, все его государство. Вот слава Богу, сейчас появился один человек, который сказал, что нельзя разделять Горный Бадахшан. Усмонзода. Оказывается, есть грамотные люди. Оказывается, в Таджикистане есть люди, которые могут полностью соответствовать конституционному строю Таджикистана. Оказывается, могут разбираться в Конституции. Эмомали Шарипович Рахмонов не имеет права ни одной минуты, ни одного часа оставаться у власти как главнокомандующий, как президент Таджикистана. Почему? Потому что он в действительности все время совершает преступления против человечности, против человека, против граждан своей страны. Кто ему дал это право? Что такое пешво? Это не какой-нибудь пешво, это пешпой милат. Извините, это пешовый милат. Как это можно быть пешвой милат и вот так уничтожать свой народ? Кто дал ему эти звания? Он обыкновенный президент Таджикистана, который избирается на 3 года, на 5 лет. Но не то, чтобы он вечно пребывал и уничтожал свой народ. Какую пользу он принес таджикскому народу? Какое улучшение благосостояния? Что он сделал для всего таджикского народа в целом, для 10 миллионов? Только разбой, грабеж, уничтожение, насилие над этим народом, экономическая блокада и весь этот коридор, который наркотрафик содержит, обслуживает его дом. Почему он не вступает в Евразиатский экономический союз? Почему он не вступает в новый, этот самый обновленный союз России, Белоруссии? Боится остаться без этих миллиардов доходов его семьи. Просто должны его скинуть, понимаете, и не дать ему возможность увязать со всей его коррумпированной семьей. Они все должны нести уголовную ответственность за свои злодеяния, за каждое преступление, которое совершил все члены его семьи. О чем еще можно говорить? Он никогда на колени не поставит таджикский народ. Таджики жили миллионы лет и так будут жить до конца. Мы поддерживаем не только Бадахшан, но поддерживаем весь Таджикистан. В целом мы хотим, чтобы эти 10 миллионов, по его подсчетам, которые он дает, чтобы он протянутой рукой не позорил Таджикистан, не брал эти гуманитарные помощи в свои карманы своих детей. Таджики самые трудолюбивые, самые гостеприимные, самые грамотные люди. За 30 лет он что сделал? Уничтожил систему образования, уничтожил систему здравоохранения, уничтожил все заводы и фабрики, уничтожил все наши рабочие места. Сколько об этом можно говорить? Враг номер один, террорист номер один, экстремист номер один. Это Эмомали Шарипович Рахмонов, и он больше не имеет права оставаться у власти даже ни одного часа. Я вот до этого выступала, просила, чтобы разобрались с ним 20
27-28 февраля 2022 года в Казани, там будет заседание очень большое. Вот там, кто привел его к власти, там его могут арестовать, поставить жирную точку, освободить весь этот Таджикистан, открыть коридор, как говорится, и уничтожить его как врага народа, как врага граждан Таджикистана, как врага, который совершил все злодеяния, преступления против человечности и массовый геноцид. О чем еще можно говорить? Мы все люди, живущие на свете, имеем право на свободу. Прежде всего, мы свободны от Бога родились. На свое мнение, надеяться на свои, как говорится, жизненный опыт, на свой труд и праведно жить. Или я не права? Скажите мне, пожалуйста. На 100% правы. И вот сводка в данный момент во всех СМИ, средствах массовой информации, есть сводка такая, что на 12 февраля 2002 года источники сообщают, что обстановка в городе все больше схожа с предвоенным положением, и город полностью в кольце. По периметру на высотах, на микрорайонах Саиден, Хуфак, Безмеч, Ботанический сад, и там сидят снайперы. На блокпостах усилены баррикады и выставлены мешки с песком. Вот эта ситуация в Хароге. В данный момент уже, а на 12 февраля уже объявили что-то там непонятное. Теперь слушайте меня внимательно. Он хочет с 15 по 25 число провести там этот самый резню. Войну не объявленную, это у него не получится. Почему? Потому что им уже заинтересовались очень серьезные люди в мире, которые следят за миропорядком в мире. Этому не дастся, несмотря на то, что вся его семья и он сам со всего мира привез туда частные военные компании. А частные военные компании – это люди, которые неадекватные, люди, которые убивают за деньги. Он со всего мира их привез. Всех террористов мира собрал там. Этому ничего не удастся. Их всех уберут оттуда. И то, что там бражируют эти как маленькие беспилотники, или как их называется, летающие аппараты, фотографируют все, это не в его пользу, это в пользу людей. Почему? Какой бы он совершенно не совершил это преступление, весь мир будет знать. Молодцы, группа 44. Дай Бог им всем здоровья, радости, счастья. Они доказали всему мировому сообществу своим грамотным, конкретным, юридически обоснованным по закону обращением в ООН. Ана мардуми башудиот, ана мардуми босавод, ана мардуми ки хақатан лоиқи роҳбарии ҳукумати Тоҷикистон дар ҳама минтақаҳо ҳастанд. واقعا لایق گفتن نسبتشان احسن آفرین. بهترین های تاجیکستان هم امروز همین ها هستند که دفاع میکنند از مرز کشورشان، از خاک وطنشان. من هم تعظیم و احترام میگذارم بر مردم این کشور و جانبدار شما هم هستم معلمه عزیز. امروز من با باور کامل گفته میتوانم و خیلی از مخلصان ما هم پیوسته با ما میگویند که مثل همین معلمه که با شما گفتگو میکنند در برنامه هایتان در پارلمان تاجیکستان عین حال چهار که سواد همین زن را داشتن نیست، وجود ندارد. در پارلمان با چی راه های میآیند کارمند آنجا میشوند، اعضای آنجا میشوند، عین حال با همین سطح سواد یگان زن هم مرد هم وجود ندارد. آفرینتان واقعا. من آرزو هم میکنم که مثل شما هم دانشمند باشم در جاده، هم دلیر و شجاع باشم. بهترین گوش کنید عزیز دل ما. همه همین آخران هفته ها که ماراتون رفت است، همین تمامی спецслужбы جهان میبینن. Почему я говорю на русском языке? Все спецслужбы мира реагируют на слова террорист, экстремист, на слова частной военной компании, на слова международных террористов. Я умышленно, специально придаю этим словам вот именно ударение, чтобы весь мир знал, что ему не удастся развязать новую войну, ему никогда не удастся весь Таджикистан продать. Пускай все в мире знают, что тот позорный факт, то, что документы он писал задним числом, что от Мургаба
до Рушана продал эту территорию Китаю, это ему боком выйдет. Поэтому я прошу прощения. Почему? Потому что многие хотят говорить. Я благодарю вас всех. Единственное наше спасение в том, что все бывшие республики Советского Союза, учитывая особенно Таджикистан, должны объединиться, войти в новое союзное государство Россия-Белоруссия. И этому будет поставлена большая точка. Я надеюсь, что 27-28 февраля 2002 года в Казани над этим террористом номер один, над этим экстремистом и самым настоящим сепаратистом и убийцей, совершивший преступление против человека и человечности, убивший более миллиона граждан Таджикистана, будет поставлена большая жирная точка. Я в этом уверена. Бог нас слышит. Бог — это есть справедливость. Бог есть это любовь. Бог есть это правда. И мы уже с вами победили информационно. Мы уже с вами подсознание всех людей в мире подключили к ситуациям, которые происходят в Таджикистане. Спасибо вам всем за внимание. Если что-то я не так сказала, прошу прощения. Берегите себя. Я всех вас люблю, уважаю. Весь Таджикистан — это мои родственники, эти мои братья, сестры, дяди, внуки. Берегите себя. Худо хамма ишмора нигабон шават. Эчгох дар по ишмо, дар нохун ишмо.